Опасным социальным явлением медики региона называют повальное консультирование родителей в социальных сетях. В специализированных группах мамочки все чаще обсуждают, как и чем лечить детей. Комментаторы-советчики разделились на два лагеря. Одни делятся своими схемами лечения, другие отправляют к врачам и открыто говорят, что интернет не самая подходящая площадка для поиска такой информации. Виктория Палкина изучила переписку. Анонимно. Мамочки, как протекало ОРВИ у ваших деток, а ребенку 1,4 впервые заболели ОРВИ. И вот сегодня уже 6 суток, как болеем. Я уже не знаю, что делать. Спасибо ответившим. Такие сообщения зачастую так и остаются анонимными и обычно собирают десятки комментариев. Если раньше неравнодушные советчики активно делились своим опытом, то сегодня все больше тех, кто не понимает родителей, которые ищут такую информацию в интернете. Один факт особо настораживает медиков – желание найти подходящее лекарство в подобных переписках. Очень родители любят обмениваться информацией, мы температурили, давайте антибиотики уже, 3 дня температуры. Поэтому знание лекарственных препаратов, дозировки при определенных заболеваниях, курс лечения, все это сложно на самом деле. И нельзя просто попросить у другой мамы совета и воспользоваться им. Поэтому советуемся, обсуждаем, обмениваемся опытом, но все-таки не занимаемся самолечением. Да, это может привести к осложнениям, и потеря драгоценного времени еще идет. Активизировались такие переписки в первую волну пандемии. Тогда в медицинских учреждениях региона приостановили плановую помощь. Сейчас к врачу бывает очень сложно записаться, попасть. Плановые приемы многие отменяли, врачей очень мало. Поэтому, естественно, что делает мама, которая действительно переживает за здоровье своего ребенка, в первую очередь она спрашивает у своих подруг, таких же мамочек. Мы часто так тоже сами консультируемся. И в этом большая помощь есть, потому что мамы опытные, они много что знают. Но, опять же, здоровье – это очень такая щепетильная тема, поэтому советы брать можно у мам, но лучше бы перестраховаться. Хотя бы, есть телемедицина, сейчас современные технологии позволяют. Сегодня только в социальной сети ВКонтакте несколько десятков тысяч таких групп. Там идет живая переписка, а значит и полученной информацией многие участники пользуются достаточно активно. Конечно, интернет-пространство развивается, но где поле деятельности для мам, для взаимодействия? Это скорее методы воспитания детей. Что касательно медицины, это методы закаливания в общих чертах. Это особенности составления детского меню. Это особенности и отзывы родителей по разным линейкам детского питания. И еще один хороший момент, который может быть, и мы поддерживаем его как медики по интернет-пространству, это приверженность к вакцинации. То есть сведения мам о том, что да, вакцинация, она нужна, показана, и она очень необходима. Сегодня, когда плановая медицинская помощь возвращается в привычное русло, таких оживленных переписок стало меньше. Но все же до сих пор есть мамы, которые вместо того, чтобы обратиться к врачам, когда их ребенок температурит, продолжают искать советы в сети интернет. Между тем, зачастую дорога каждая минута. Лихорадка может спровоцировать обезвоживание, а неправильное лечение – серьезное осложнение. Виктория Палкина, Олег Юшков, Олег Костромин, телеканал Юрган.